Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял председателя Национального собрания парламента Республики Корея Пак Бён Сока, находящийся с официальным визитом в Таджикистане. В ходе искренней беседы был проявлен интерес к важнейшим вопросам сотрудничества, в том числе к укреплению межпарламентских отношений между Таджикистаном и Кореей. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества двух стран во взаимовыгодной политической, торгово-экономической, промышленной, научно-технической, культурной, гуманитарной и других сферах. Было подчеркнуто, что дальнейшая деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и расширение отношений с Фондом развития экономического сотрудничества может стать фактором укрепления отношений в этой сфере и увеличения инвестиций между сторонами. Использование богатого потенциала природных ресурсов Таджикистана, создание логистических и торговых центров в свободных экономических зонах, сотрудничество в банковской сфере, выделение льготных кредитов в экономику Таджикистана были расценены как перспективные направления для укрепления сотрудничества между двумя странами. Было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между правительством, в том числе плодотворной деятельности Корейского агентства международного сотрудничества КОИКа. На встрече также предметом обсуждения стали перспективы взаимовыгодных отношений в направлении туризма, организации прямых рейсов между двумя странами, трудовой миграции, научных, культурных и гуманитарных связей, укрепления сотрудничества в области здравоохранения в период пандемии. В настоящее время в рамках сотрудничества в области науки и образования более 200 таджикских студентов обучаются в высших учебных заведениях Кореи. На встрече был поднят вопрос об увеличение квот для Таджикистана. В ходе встречи стороны также обсудили вопрос сотрудничества в области безопасности и политической ситуации Афганистана. Обменялись мнениями по противодействию угрозам и вызовам современного мира, таким же как терроризм, экстремизм, радикализм, незаконный оборот наркотиков и другие формы транснациональной организованной преступности. Ну и после встречи с основателем мира и национального единства, лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, председатель Национального собрания парламента Республики Корея Пак Бён Сок, находящийся с официальным визитом в Таджикистане, прокомментировал следующее. Мы смогли полезно, конструктивно побеседовали с президентом Таджикистана господином Рахмоном. Мы уверены, что данный наш визит в Таджикистан послужит вывести двусторонние отношения на новый уровень. Еще я думаю, что данный визит позволит еще больше укрепить двустороннее сотрудничество в различных сферах, таких как экономика и культура. И я удивлен большим энтузиазмом господина президента для развития государства. И мы высоко оцениваем усилия господина президента и таджикского правительства для обеспечения стабильности и мира в регионе Центральной Азии. В этом году в Таджикистане будет строено посольство Кореи, и между двумя странами проект официальной помощи в целях развития также более увеличивается, и мы будем направить сотрудников КОИКа в Таджикистан. И благодаря данной беседе мы смогли еще раз подтвердить, что Таджикистан и Корея хороший партнер и истинный друг. Спасибо. Сегодня председатель Маджлиса Милли, Маджлиса Республики Таджикистан, председатель Душанбе, уважаемый Рустам Эмомали, встретился с председателем Национального собрания парламента Республики Корея Пак Бён Соком, который вчера посетил Республику Таджикистан с официальным визитом. В двусторонней встрече также приняли участие расширенные делегации Маджлиса Милли, Маджлиса Республики Таджикистан и Национального собрания парламента Республики Корея. В начале встречи стороны выразили удовлетворение позитивным процессом развития дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Корея, а также выходом на новый уровень межпарламентских отношений. Было подчеркнуто, что укрепление межпарламентских связей является эффективным инструментом развития двустороннего сотрудничества в национальных интересах, и на данном этапе целесообразно активизировать группы дружбы и сотрудничества Маджлиса Милли, Маджлиса Республики Таджикистан и Национального собрания парламента Республики Корея. Развитие экономического сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Корея считается приоритетным направлением двусторонних отношений с акцентом на постепенный рост товарооборота, заинтересованность сторон в дальнейшем развитии совместной торговли с использованием имеющегося потенциала и расширением товарной структуры импорта-экспорта. В этой связи особое внимание было уделено усилению деятельности совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и проведению очередного заседания в Душанбе. Принимая во внимание
природные ресурсы страны, огромный потенциал в сельскохозяйственном, горнодобывающем и гидроэнергетическом секторах, а также благоприятный инвестиционный климат в свободных экономических зонах страны, таджикская сторона выразила заинтересованность в привлечении прямых инвестиций корейских компаний для налаживания взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, в ходе встречи были всесторонне рассмотрены состояние сотрудничества и связи двух стран в области культурно-гуманитарного, научно-технического сотрудничества, в том числе вопросы увеличения грантов для обучения таджикских студентов в высших учебных заведениях Республики Корея, налаживания практического сотрудничества в сфере трудовой миграции, создания офиса Агентства Кореи по международному сотрудничеству КОИКа в городе Душанбе и другие важные вопросы развития двусторонних отношений. Наряду с этим стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности и укрепления устойчивой ситуации в регионе мира и стабильности и дальнейшего развития Афганистана, координации совместных действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также других транснациональных угроз. С 1 апреля в Таджикистане начался весенний призыв Вооруженных сил Таджикистана. Во всех городах и районах страны проводятся мероприятия, посвященные призывной кампании, на которых отмечается важность качественного и военно-патриотического воспитания и поощрения молодежи, добровольно вступавшей в ряды вооруженных сил. Ведь чтобы противостоять этой важной угрозе, требуется регулярная армия, вооруженные силы, которые состоят из хорошего обученных профессионалов, добровольно согласившихся служить своему отечеству. С 1 апреля в Таджикистане начинается весенний призыв Вооруженные силы Таджикистана. Во время призывного периода, который продлится до 31 мая, в армию будут призываться молодые люди 18-27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу для прохождения службы в ряды Вооруженных сил Республики Таджикистан, пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, Национальной гвардии Республики Таджикистан и других войск Таджикистана на военную службу. В честь призывников по всей стране проводятся мероприятия, на которых уже отслужившие военные демонстрируют свои навыки и мастерство. Данные мероприятия показывают важность качественного военно-патриотического воспитания и поощрения молодежи, добровольно вступающей в ряды вооруженных сил. Ведь чтобы противостоять этой внешней угрозе, требуется регулярная армия, вооруженные силы, которые состоят из хорошо обученных профессионалов, добровольно согласившихся служить своему отечеству. Ответственные лица Министерства обороны отмечают, что в последние годы призывники идут служить в армию добровольно и что план призыва в ряды вооруженных сил выполняется досрочно. Таким образом, районы Лахш, Сангво, Раш, Таджикабад и Нурабад в некоторых джамуатах Исфары, Ворухе, Чоркухе, Хонубоде и поселках Нафтобод и Нуравшон, а также Шугнанский район Горно-Бадахшанской автономной области в первый же день завершили весеннюю призывную кампанию. Напомним, в стране образован республиканский штаб, который сформирован для координации работы соответствующих министерств, ведомств и органов государственной власти на местах по достойной организации и проведению весеннего призыва в ряды вооруженных сил Таджикистана. Сегодня на территории Душанбе действует 17 парков культуры и отдыха, в каждом из которых созданы идеальные условия для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы. В рамках празднования 30-летия государственной независимости и придания облику города еще большей привлекательности столичные парки и скверы украшены весенними цветами, в том числе тюльпанами. В настоящее время площади, парки, скверы и аллеи Душанбе радуют своим многоцветием. Согласно полученной информации, в столице на сегодняшний день высажено около 57 миллионов тюльпанов. Из них 372,5 тысячи в парке Куруши-Кабир, который в настоящее время очаровывает своих посетителей сказочным видом и весенними ароматами. Тюльпан – символ красоты и элегантности. Поэтому в соответствии с указом президента Республики Таджикистан от 13 декабря 2018 года на протяжении с 2019 по 2021 годы по всей стране проводится республиканский конкурс цветов Саари-Гули-Лола. После обретения государственной независимости многие обряды, традиции и народные промыслы были возрождены. Одна из старых традиций – это выращивание цветов. А тюльпан для таджиков имеет особое значение. В зависимости от цвета тюльпан символизирует грацию, нежность, чарующую силу, чистоту и искренность. С древних времен таджикские писатели и поэты воспевали красоту этого цветка и приписывали ему мистические свойства.
Мастерицы вышивали тюльпаны на своих нарядах, чтобы привлечь благополучие и любовь. Ювелиры часто использовали в своих изделиях форму тюльпана как символ чистой любви, большого счастья и гармонии, которую привносит в нашу жизнь весна с новыми надеждами. Весной тюльпан, безусловно, царствует среди других цветов и придает неповторимую красоту облику нашего любимого города. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвакт. Новости. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.